глава Республики Башкортостан Ради Хабиров в Уфимском телецентре. Руководитель региона уже встретился с коллективами телеканала БСТ, радиостанции «Юлдаш» и «Спутник ФМ», наградил лучших в профессии. Следующий объект – региональный филиал Всероссийской гостелерадиокомпании ГТРК «Башкортостан». Ратифович, мы с вами идем на телеканал теперь уже ГТРК. Угу. Да? Под одной крышей находится БСТ. Для меня это, знаете, как два крыла вот, нашего информационного голубя, если можно так сказать. Два крыла. Вот. Понятно. Ну что ж, вот. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Добро пожаловать на территорию России. Наш производственный комплекс телевизионный. Здесь, собственно говоря, наш круглосуточный дом телевизионный. Отсюда вещают все основные федеральные каналы, включая ГТРК Башкортостан. Круглые сутки люди находятся в смене. Россия. Это круглосуточно, да? Да. Ух ты. Здравствуйте. 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 Мы находимся в центральной аппаратно-студийного комплекса ГТРК Башкортостан. И днем, и ночью. Сердце телевидения, да? Сердце телевидения. Верно. Ага. Именно сюда приходит федеральный сигнал «Россия-1», «Россия-24». Прямые трансляции из Москвы и все что. Да, прямые трансляции, внешние сигналы. Все, что принимается на ЦФМ, Центр формирования мультиплекса, РТРС, поступает к нам, а мы делаем врезку наших сигналов уже вот здесь. Это вот организованные рабочие места инженера, выпускающего режиссера. Так называемый обязательный мультиплекс, 20 телеканалов, вот из них 3 осуществляем мы. Спасибо. Здесь у нас серверная, а здесь, собственно говоря, режиссерская и новое цифровое оборудование, которое нам ГТРК поставила в 2015 году. Здесь осуществляется уже вещание и непосредственно новости. В данный момент идет запись башкирских вестей. Наши уважаемые Фалюра Ижбулатовна. И что вот особенность наша, Ради Фаридович, мы ввели в этом году сурдоперевод для слабослышащих людей. Вы Ирину, нашу сурдопереводчику, уже наградили. Это такая наша фишка. Ваш голос переводит она для слабослышащих людей. И вот эти 5000 человек, которые не слышали раньше звук, сегодня получают информацию. Мы все ваши по понедельникам оперативки переводим в обязательном порядке в сурдоперевод. Такая наша фишка. Это тоже сердце в некотором смысле, да? Это сердце. Отсюда, собственно говоря, вот режиссеры сидят, вот они командуют. Собственно, у нас здесь основные производственные наши площади. Вот Флюра Ижбулатовна, наша знаменитая, заслуженный работник и знаменитый диктор. Вот наша Ирина, которая переводит. И на башкирском она переводит, и на русском языке тоже все эти знают. Спасибо большое. Здорово. Элегантно мы трактовали. Ага, верно. Ну и вот наша задумка. Это вот она, это новостная. Маленькая студия для новостей. Большой павильон у нас сейчас на реконструкции, он закрыт. Но это историческая студия. Здесь вот все и происходило. Вот это? Да. ГТРК, Ради Фаридович, это не только телевидение, это еще и радио. Старейшее радио России. Сколько человек работает? По штатному расписанию 208. Вообще небольшой так-то коллектив, да? Ну, небольшой коллектив. Радио России. Ну, все на месте, все универсалы. Здравствуйте. Нашего. Здравствуйте. Вот те самые позывные узнаете? Мы вас встречаем с позывными. Теми самыми. Ваше детство. Да. Легендарный диктор Лейля Галиуддинова. Здравствуйте. 55 лет в эфире. Сколько? 56. Можно я чуть подправлю? Да. Галия Гиздиновна у нас старейший диктор, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Вот, поэтому и до сих пор работает в прямом эфире, и ее голос очень хорошо. А вот когда они заходят на эфир, мне всегда было, какой-то внутренней кухни, вот сколько они могут быть в эфире? Вот она зашла и... Это в зависимости от программы. Вот максимум, например, сколько они сидят? Вот. Вообще у нас 50-минутный прямой эфир, врезка региональная, с 7-10 утра до 8 часов утра, это первая врезка. И, соответственно, 50 минут все работают в прямом эфире. Здесь, в принципе, вот находятся все. Я, Ришат Ханиславович, Нария Гиздиновна, все, кто работал в эфире Радио России, Башкортостан, и продолжает работать. Стандартная система, погода, это самая главная информация,
информация, которую, наверное, слушают все. Я думаю, вы помните, как все ждали, когда прозвучат прогноз погоды, и И в школу можно не идти. Да, совершенно верно. Ну и знаменитая фраза. Я не помню, там с 1 по 4, по-моему, 25, да, градусов? Минус 25, да. А вот старше, по 7, а старше уже 30, по-моему, да? Да. И вот какие морозы были, мы частенько не ходили. Я в Ишимбае вот... А теперь все уходят на дистанционку. Ах, мы школьников расстроили. Ну, пойдемте, покажем новостейную студию нашу и уже спустимся к коллегам. Они вас ждут. Радий Фаридович, сюда. Зайдете, да? Мәктәпкә бармадым, мәктәптә укуларда һава торышын биреп, от меня китмәттәр микән көткәнегездер әле. Шул гына, шуны тыңлап торган. Башкортстан телевидениен карай инде балалар өчен тапшырылдырды. Карап үткәнегез. Малайлар үсәләр бит инде. Минең әйттем бит, минең няня, ана Белорет райондан, Иретай уялап. Но минең белән һөйләшмәй. Уяла. Зур рәхмәт килгәнегезгә, итеп килгән яңа ел менән бәхет, шатлыктар, Башкортстан участковый өчен тырышып эшләгәнегезгә уңышлар. Бар яктан да, бар яктан да. Рәхмәт сезгә. Сколько этажей здесь? 3 этажа. Это здание 58 года. В 59-м началась трансляция регулярной башкирского телевидения. Вот с тех пор здесь ремонта никогда не делали. Оно красивое снаружи, мы поддерживаем как можем, но, к сожалению, коммуникация, это все сегодня находится в не лучшем состоянии. А вот с ГТРК там договориться нельзя, мы рубль даем, они дают. Да, Радий Фаридович, была такая... Вот если бы такая была договоренность. Да, была предварительная. Здравствуйте. Вот Алина Каматова, корреспонденты. Они с вами ездят в поездки, они освещают все события, которые происходят у нас. В том числе и на Москве. Помотал я вас в этом году, нет? Нормально, мы еще Нормально? Готовы? Ну, следующий год у меня такой получается, вам приятнее, наверное, будет. Вот мы взяли курс сейчас пробивать рынки, прежде всего стран СНГ. Вы знаете, у нас вот Казахстан, Беларусь, мы все с вами ездили. Следующий это у нас Узбекистан, Турция. Поэтому у нас вот первые полугодия особенно очень будет активная, конечно, такая международная деятельность. Так что это тоже очень важно. Очень важно. Вы знаете, я 3 года практически вот занимался текущими вопросами, но сейчас немножко надо уже о стратегии думать. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я понимаю, и в мороз, и в холод, вот вы со мной все. Я очень-очень признателен за этот год. Очень признателен. Я понимаю, сложно было, сложно. Мы вот даже по Республике Лайф считали, у нас выпусков Республики Лайф в 2019 году было что-то около 90, по-моему, да? А вот в этом году уже 150. То есть оно и количество поездок увеличивается и так далее. Но у нас сразу, вы тогда настраиваетесь, я же могу сказать, 11 числа, Нуримановский район, Благовещенск, и все, поехали. Наступающим. Спасибо. Спасибо. Здесь кабинет директора, бухгалтерия, ньюсрум, корреспонденты наши. Это вот вся карта вещания ВГТРК. ВГТРК вещает на более чем 50 языках. В каждом регионе, в одном случае у нас 50, да? 50 языков. Причем, что характерно, в некоторых регионах... Сколько у вас в день новостей выходит? 10 выпусков. 10, да? Ага. 10 выпусков, полноценные, по несколько минут, да? 20-минутки, да. 20 минут. Ну, плюс еще есть утренний башкирский час. Часовой эфир ежедневно по будням. Это исключительно башкирский язык, в чем нам ВГТРК помогает и постоянно поддерживает национальное вещание. И то, чем мы, собственно, гордимся, да. Рейтинги у нас самые высокие. Не буду хвалиться, но это правда. Вот наш медиацентр. Глава Республики Башкортостан Радий Фаридович Хабиров. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас видеть. Ну, цель у меня, собственно, одна только. Вернее, их 2 цели. Первая – это поблагодарить вас за прошедший год, поблагодарить за поддержку, за вашу работу, за ваш труд, за ваше, не побоюсь этого слова, служение. Потому что выполняли все вместе мы с вами очень-очень тяжелую, непростую работу. Мы людей убеждали беречь себя, мы людей убеждали принять те меры, которые мы с вами принимали. Очень часто они были непопулярные и сложные меры. Мы, тем не менее, рассказывали республике о том, как мы живем, куда мы двигаемся.
Мне кажется, управленческая команда республики вам давала много поводов для этого. Мне кажется, вам скучать не приходится, и жизнь у нас довольно активная. Я очень вам признателен за это. Вы знаете, я говорю, что ведь можно создать какой-то информационный повод, какое-то действие, но если вы о нем квалифицированно, с эмоциями, с правильными акцентами не расскажете людям, эта работа равна нулю. Потому что люди должны понимать, что происходит. И наша информационная открытость и желание людям довести, что мы делаем добрые, хорошие и так далее, и, собственно, и где-то покритиковать нас, это очень важно. Вы с этой задачей справились очень-очень профессионально. Очень профессионально. Вообще, наша компания, я ее называю «наша», несмотря на то, что является филиалом всероссийской компании, вы наши все-таки, является, на мой взгляд, одной из лучших компаний. Это и целый показатель всех конкурсов, которые вы выигрываете. Это показатель постоянного роста ваших телезрителей. Это обновление контента, появление новых форматов. За это огромное спасибо. И я думаю, что все жители гордятся вами. Мы с Азаматом Рафаэльевичем не раз обсуждали этот вопрос. И я сегодня об этом сказал вашим братьям, я считаю, вашим добрым коллегам на БСТ, что мы, наконец, немножко подтянулись, немножко окрепли в финансовом плане, я имею в виду, у меня есть возможность заняться теми проблемами, которые накопились у вас здесь на телевидении. Прежде всего, это модернизация, это ремонты и так далее. Значит, мы договариваемся таким образом. Я прошу Азамата Рафаэльевича сделать дорожную карту. Во втором полугодии будем править бюджет, и туда деньги будут заложены. С какими-то вещами вы уже осенью можете сюда зайти. Но задача какая? Во-первых, определить приоритеты, синхронно идти. Второе, значит, сразу готовить проектно-сметную документацию, если где-то речь о реконструкции. Если не реконструкция, ну тогда сами подумайте, что для какие виды документов нужно. Поэтому я вам это говорю, и еще раз говорю, что я стараюсь, все, что обещал, я выполняю. Я посмотрел сейчас материальную базу БСТ. Ну, Азамат Рафаэльевич мне вкратце показал, как вы живете. Безусловно, конечно, вам нужна помощь. Переговорим с российским руководством канала, конечно, вместе будем. Ну, это деловая часть. Всех вас обнимаю, всех вас очень уважаю, всех вас очень люблю, горжусь. И разрешите мне вам вручить награды республики. Уважаемые дамы и господа, среди тех, кто сегодня находится в этом зале, самые замечательные и достойные люди, и среди вас должна была быть сегодня еще одна наша коллега, о которой несколько слов позвольте сказать. Я говорю о Галине Геннадьевне Заводниковой. Наша Галя, как мы ее называли, она пришла сюда как корреспондент телеканала «Культура». Она была готова говорить о самом возвышенном и прекрасном, что есть в нашей республике, в нашем городе. Но не боялась и другой работы. Она была всегда на передовой. Вот мы видим кадры сейчас с участием Гали. Она работала и в красной зоне. И, к сожалению, не все наши старания, ни старания врачей не увенчались успехом. Не смогли мы Галю сберечь. Галина Заводникова награждается орденом Салавата Юлаева посмертно. Сегодня у нас здесь, в этом зале, находится мама Галины, Елена Олеговна Зайцева. Елена Олеговна, прошу вас. Спасибо, держитесь. Спасибо всем. Материнская благодарность за память. Мы начинаем чествовать замечательных людей ГТРК «Башкортостан». Медаль за трудовую доблесть вручается Буйвалову Сергею Владимировичу, главному инженеру ГТРК «Башкортостан». Медаль за трудовую доблесть вручается Галиеву Фердату Газизовичу, заместителю начальника службы радиовещания ГТРК «Башкортостан».
Медаль за трудовую доблесть вручается Идрисовой Лилии Абраровне, ведущему программ службы радиовещания. Медаль за трудовую доблесть вручается Топоркову Игорю Юрьевичу, оператору высшей категории службы информационных программ телевидения. Наши поздравления коллегам. Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» вручается Абуляеву Рамзиту Рашитовичу. Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики» удостаивается Аслямов Анвар Ильдарович. Почетного звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» удостоен Зубаиров Тимирьян Сабиров. Почетного звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» удостоен Ибатуллин Галимьян Зинурович, корреспондент первой категории службы радиовещания. Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» удостоена Каматова Алина Рустемовна, шеф-редактор службы информационных программ телевидения. Благодарственные письма главы Республики Башкортостан вручаются Васильеву Денису Сергеевичу, монтажеру производственно-технического отдела. Газизовой Минзифе Нургалеевне, заведующей хозяйством участка эксплуатации и ремонта зданий. Гордеевой Ларисе Александровне, начальнику коммерческого отдела ГТРК Башкортостан. Калинченко Александру Сергеевичу, редактору службы информационных программ телевидения. На съемках оказался. Ну вот так. Что же, тогда далее двигаемся. Мусина Лидия Руслановна, режиссер службы информационных программ телевидения. Халитов Радмир Радикович, телеоператор первой категории службы информационных программ телевидения ГТРК Башкортостан. Шарипов Урал Халимович, телеоператор первой категории службы информационных программ телевидения. Я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы вместе с вами этот год прошли, я считаю, достойно. Пусть у нас в Новом году все-таки немножко будет полегче, наверное. Но информационных поводов, позитивных, мы постараемся сделать для вас больше. И, конечно, как мы договорились, я хотел поблагодарить. И давайте двигаться дальше, давайте заниматься модернизацией вашими, соответственно, чтобы появились современные технические вещи. Поэтому мы это сделаем. А так, с хорошим настроением в Новый год. И спасибо вам всем. Поближе, поближе. Давайте. Когда еще придется?